В Кыргызстане завершился второй этап национальных консультаций по повестке развития страны после 2015 года. В Бишкеке состоялся круглый стол по обсуждению результатов консультаций, проведенных во всех регионах страны. Было охвачено 1600 человек из 30 различных социальных групп. Отметим, что вторая фаза национальных консультаций по повестке развития после 2015 года была запущена весной этого года. Из тех задач и целей устойчивого развития, которые внесены для обсуждения для мирового сообщества, какие задачи Кыргызстан для себя выберет, какие задачи посчитает для себя важными и насколько Кыргызстан, первое, сможет эти задачи инкорпорировать в свои национальные и отраслевые программы и планы работы. И второе, насколько потом уже эти министерства, ведомства, органы местного самоуправления смогут реализовать каждую из поставленных задач и достигать те индикаторы, которые она для себя определит. Да? Вот. И об этом как раз надо говорить. Выявлению конкретных целей, задач и определению индикаторов должны быть посвящены межправительственные консультации, которые начнутся с сентября этого года и продолжатся вплоть до сентября 2015 года. Вторая фаза национальных консультаций была сфокусирована на повышении потенциала и построении эффективных институтов с участием представителей государственных органов, гражданского общества и других партнеров, как на региональном, так и на центральном уровнях в целях усиления их влияния на формирование новых целей развития после 2015 года. В работе круглого стола приняли участие представители правительства Кыргызской республики, Кенеша, государственных органов, гражданского общества и бизнеса, академических учреждений, международных организаций, посольств иностранных государств. Вот сегодня присутствуют представители министерства и министр социального развития Кыргызстана был, представители Министерства экономики, транспорта и коммуникаций. И я думаю, что это говорит о том, что министерство, то есть правительство, в целом заинтересовано в продвижении целей тысячелетия. И их заинтересованность, она видна в их вопросах, в их комментариях. И я думаю, что то, что они сами как активно принимают, тут очень много представителей этих министерств, в том числе Министерства образования, это уже индикатор того, что люди осознают, что необходима интеграция в глобальные процессы, а интеграция в глобальные процессы возможна только в том случае, если страна будет сама по себе развиваться в демократическом русле. Поэтому это хороший индикатор, и я думаю, что именно сегодняшний круглый стол показывает, что Кыргызстан привержен целям этим, и делает все возможное для дальнейшего развития. Консультации по повестке развития на период после 2015 года – это глобальная кампания ООН, в которой принимают участие большое количество разных людей из разных слоев населения по всему миру для определения основных направлений глобального развития. Мнения участников консультаций будут отражены в аналитическом отчете, который войдет составной частью в глобальный отчет группы развития ООН, который, как планируется, станет основой для обсуждения задач развития после 2015 года на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Заканчивается в 2015 году, подводятся, вернее, итоги достижения целей тысячелетия. А в Кыргызстане есть национальные цели, которые основаны на этих целях тысячелетия. И поэтому очень важно, чтобы граждане знали, в каком состоянии находится их страна. Вот, мне кажется, это самый главный момент. Это ведь не такие какие-то абстрактные глобальные цели. Это цели, которые почти каждая страна адаптировала, и во многом на них построена и стратегия устойчивого развития. Поэтому это первый момент, в связи с которым, я думаю, эти национальные консультации важны. А с другой стороны, надо посмотреть, хорошо, прошел период, 15 лет для достижения этих целей. А что дальше? Как двигаться дальше? У нас в Кыргызстане есть хорошая основа для этого. Есть стратегия устойчивого развития, целый ряд таких очень неплохо разработанных концепций и стратегий. Вопрос в том, как их выполнять, как они будут соотноситься с теми глобальными целями, которые ставит вообще мировое сообщество. Участники круглого стола отметили важность национальных консультаций по повестке развития после 2015 года в Кыргызской республике. Во время круглого стола была представлена презентация по итогам проведенных консультаций. В ней были представлены направления, которые кыргызстанцы посчитали наиболее приоритетными для развития после 2015 года. Одним из важных направлений, по мнению гражданского сектора, являются здравоохранение, энергетика, искоренение нищеты, гендерное равенство, продовольственная безопасность, образование.